Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем момент аварии на пересечении улиц Серова и Ленская. Водителя одного из автомобилей госпитализировали в больницу. Расскажем подробности поджога квартиры в Набережных Челнах. Показывала полиция его лицо, то есть я его не знаю, я его никогда не видела. Предполагаемый поджигатель надышался угарным газом и потерял сознание. Поставили точку в громком деле. Прокурор по моему самому главному просил 12 лет. Обвиняемые в разбойных нападениях на ювелирные магазины услышали приговор. Это и не только прямо сейчас. 23-летнего молодого человека госпитализировали после серьезной аварии на пересечении улиц Ленская и Серова. Там столкнулись автомобили «Лада Приора» и «Тойота Королла». Никто из участников происшествия свою вину признавать не спешил. Подробности аварии в репортаже Нафисы Минязовой. Искореженные автомобили, разбросанные по дороге, затрудняли проезд как для трамваев, так и для остальных участников дорожного движения. По словам очевидцев, водитель «Лады Приора», ехавший с улицы Ленская, только начал движение на зеленый сигнал светофора. В момент, когда он выехал на середину перекрестка, в правый бок его автомобиля пришелся сильный удар. На место происшествия незамедлительно вызвали бригаду медиков. Удар был такой силы, что у обоих автомобилей даже сработали подушки безопасности. 23-летнего водителя «Лады Приоры» с различными травмами госпитализировали в больницу. Позже медики выяснили, что он получил ушибы левого колена и левого предплечья. Второй автомобилист не пострадал. А можете рассказать, как авария произошла? Свою версию произошедшего водитель «Тойоты» рассказал автоинспекторам. Мужчина отметил, что завершал маневр. По его мнению, в то время, когда он поворачивал с улицы Серова на улицу Ленская, все еще мигал разрешающий сигнал светофора. А потому второй участник аварии должен был его пропустить. Учитывая, что ни один из автомобилистов не спешил признавать свою вину, вероятнее всего, обоих ждет разбор в ГИБДД. Большую роль в определении виновника может сыграть запись камеры наружного видеонаблюдения. Она зафиксировала момент ДТП. Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Ассенизаторская машина провалилась под асфальт в Елабуге. Инцидент произошел на территории канализационной насосной станции. Момент падения зафиксировала наружная камера видеонаблюдения. Как видно на записи, водитель припарковал свой транспорт, после чего вышел из кабины. Спустя несколько секунд асфальт под машиной проломился, в результате чего кузов автомобиля оказался в провале. Мужчина, стоявший рядом, не пострадал. 3 человек из горящей пятиэтажки эвакуировали спасатели в Набережных Челнах. Пожар произошел в одной из квартир 18-го комплекса поселка Зяб. По одной из версий, в пустое помещение проник неизвестный мужчина и совершил поджог изнутри. Впоследствии его в бессознательном состоянии госпитализировали в больницу. Обо всем по порядку в репортаже Айрата Назипова. Хозяйка квартиры, педагог Анастасия Гениятова, подсчитывает нанесенный ей ущерб. По прикидкам, сумма превышает 50 тысяч рублей. В момент поджога девушки в помещении не было. О том, что в квартиру проник неизвестный и устроил пожар, сообщили соседи. По предварительной версии, мужчина попал в квартиру через окно, разбив стекло на балконе. Находясь внутри, он поджег кипу бумаг и книг. Когда огонь разгорелся, вероятно, поджигатель надышался угарным газом и уже не смог выбраться из квартиры самостоятельно. Медики госпитализировали пострадавшего, когда он находился в бессознательном состоянии. По прибытии, пожарных подразделений была вскрыта дверь. При входе, у входной двери был обнаружен мужчина с признаками жизни. Предполагаемой причиной является умышленное действие по уничтожению имущества. Как отмечает хозяйка, ценные вещи остались нетронутыми. Мотив злоумышленника ей непонятен. Никаких конфликтных ситуаций с подозреваемым девушка также не помнит. Показывала полиция его лицо, то есть я его не знаю, я его никогда не видела. То есть мне личность вообще не знакома абсолютно. Вот. БСМП находится, он уже приходит в состояние. Но, как врач сказал, он под наркотическим опьянением находился. Личность подозреваемого устанавливается. Параллельно заведено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Квартира застрахована. Айрат Назипов, Ландыш Капранов, Андрей Буслаков. Вызов 112. 59-летний мужчина утонул в Мамадышском районе. Трагедия произошла возле деревни Вандовка в реке Кама. Прибывших на место спасателей встретил очевидец. Он рассказал, что житель села Абдрахманово выпивал на берегу реки и в какой-то момент решил искупаться в непредназначенном для этого месте. Спустя некоторое время тело утонувшего мужчины было обнаружено в 8 метрах от берега. Очевидец самостоятельно извлек его из воды и вызвал спасателей.
Вахитовский суд Казани огласил приговор обвиняемым в серии нападений на ювелирные магазины. Напомним, подсудимые заявили о себе еще в феврале прошлого года, когда, по версии обвинения, ограбили торговую точку в Зеленодольске. Спустя месяц предполагаемые злоумышленники попытались совершить ограбление уже в магазине на территории центрального рынка Казани, но осуществить задуманное не смогли. На выбранном месте их уже ждала полиция. Какое наказание вынес суд, расскажет Анна Городнова. Как следует из материалов уголовного дела, налетчики начали серию ограблений с нападения на ювелирный салон в Зеленодольске 20 февраля прошлого года. Около 7 часов вечера трое мужчин в масках ворвались в зал. Пока один из нападавших держал под прицелом пистолета продавца, двое других разбивали витрины. Сложив несколько лотков с золотыми изделиями в сумке, грабители скрылись. Похищенные ювелирные изделия на сумму около $500 000 рублей они собирались переплавить и продать. Слаженность действий нападавших привела полицейских к выводу: злоумышленники тщательно готовились к ограблению. До него незваные гости приходили на разведку и выбирали пути отхода. Анализируя записи с камер видеонаблюдения, оперативники вышли на след подозреваемых. Вскоре за ними началась слежка. Учитывая, что предполагаемый организатор закупил строительные перчатки, гвоздодер и присматривал вместе с сообщниками новый объект на территории центрального рынка Казани, поймать злоумышленников не составило труда. В день ограбления разбойников ждала засада. Троих подозреваемых оперативники задержали внутри ювелирного магазина, когда те начали громить витрины. Организатор же был пойман на парковке. Там он поджидал своих подельников. За что задержан? За кражу ювелирных изделий. На скамье подсудимых 5 человек. Организатором преступлений следствие считает Дениса Пыхова. Впрочем, защита обвиняемого с такой точкой зрения не согласна. Прокурор по ему самому главному просил 12 лет, но мы отрицаем его организаторскую роль. Принимая во внимание доводы всех сторон, суд назначил Денису Пыхову наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Еще трое обвиняемых, в зависимости от роли каждого, получили от 8 до 9,5 лет лишения свободы. Еще одну подсудимую, которую следствие считает пособником, приговорили к 4 годам условно. Анна Городнова, Ленар Гинатуллина, Адель Мулахметов. Вызов 112. Подозревается в хищении 20 тонн груза на общую сумму почти в 1,5 миллиона рублей. В Московском районном суде стартовал процесс по делу Михаила Давыдова. Ранее судимого мужчину обвиняют в 2 эпизодах мошенничества. Из зала суда репортаж Ленара Гинатуллина. На судебном заседании Михаил Давыдов был весьма вежлив и приветлив. Мужчину обвиняют в 2 эпизодах мошенничества. Как считает следствие, в декабре прошлого года подсудимый нашел в интернете объявление о транспортировке полиэтиленового сырья из Казани в Караганду. Заключив с заказчиком договор по телефону, он начал искать водителя для перевозки груза. Формальности улажены, водитель приехал на склад, загрузил 20 тонн сырья и отправился в путь. Вот только пунктом назначения был не адрес заказчика, а склад, арендованный Давыдовым. Впрочем, защита подсудимого с такой версией событий не согласна. Я считаю его подзащитный невиновен. Свидетелей совершения преступления, которое ему вменяется, нет, ни одного. Обвиняется Давыдов еще в одном эпизоде мошенничества. Как считает следствие, аналогичным способом вместе с неустановленным подельником он похитил моторное масло на сумму 1 395 000 рублей, но довести свое дело до конца не смог. На скамье подсудимых мужчина уже не в первый раз. В последний раз он был судим за сбыт наркотических средств. Был осужден, но до конца срок свой не отбыл наказания, был освобожден условно-досрочно. И вот в период неотбытой части наказания он вновь совершает 2 преступления. Пострадавшая от действий предполагаемого мошенника компания часто встречается с хищением грузов, поэтому ее представители рассчитывают на максимально возможное наказание. В последнее время очень, так скажем, увеличилось число попыток совершения подобного рода действий. Мы надеемся, что будет в итоге доказана вина обвиняемого, и это послужит уроком для последующих попыток и снизит их количество. Процесс по делу Давыдова стартовал уже сегодня в Московском районном суде, но из-за неявки свидетелей заседание перенесли на 23 августа. Ленар Гинатуллина, Адель Мулахметов, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.